Измайлова Нина Владимировна, дошкольно-образовательная организация номер 4 Первомайского района города Бишкек. Я директор директор дошкольно-образовательной организации. Значит, детский сад построен в 1954 году. Функционирует, не закрывался никогда, только закрывался на ремонт. Значит, по наполняемости 115 детей. В данное время по комплектованию 234 ребенка. Детский сад, штаты укомплектованы, проведен сантехнический ремонт сантехнического оборудования и канализации. В этом году мэрия выделила деньги, мы заменили все сантехническое оборудование и наружную канализацию детского сада. Не менялось с года постройки. Сантехнические работы, конечно, выполнялись. В прошлом году заменили все отопление. В этом году надеемся на фасад и обновление участков детского сада. Хотя участки детского сада нам помогают депутаты. Мы сделали там вот красивое такое оборудование. И в этом году нам помог Финкобанк, тоже выделил деньги и построил нам тоже оборудование, поставил. Скажите, как часто родители обращались с просьбой открыться? Ой, очень часто обращаются. Вчера приходили, сегодня приходили. Очень хотят, чтобы мы открылись. Дети очень скучают за нами. Прямо по WhatsApp пишут, спрашивают, чтобы быстрее открылись детские сады. Значит, мы проводим онлайн занятия, воспитатели, и родители присылают нам рисунки, поделки, которые они делают вместе с детьми. Но этого очень мало. И для того, чтобы как-то подготовить детей в школе, мы предлагаем, чтобы открыли нам хотя бы подготовительную группу. Потому что в подготовительной группе у нас наполняемость 60 детей. Мы сделали экспресс-опросник и выяснили, что где-то 48-50 детей будет ходить. И на наши 4 группы мы хотим их всех распределить по 12, по 10 человек в группы, чтобы не было скученности, чтобы соблюдалась дистанция. Мы к этому подготовились. Всего, получается, сколько детей в каждой группе? В каждой группе у нас 230, вообще в общем 234. Это получается на каждую группу сколько детей приходится? Но у нас во всех группах по-разному. Примерно. Вот в яслях мы в этом году снизили наполняемость. В ясли приняли 37 детей по электронной очереди. В средней группе у нас 50 детей. Старшие у нас 68 детей. И в подготовительной 69. Сегодня документы один ребенок тоже забрал, в спецсад ушел. Вообще... Садик готов вообще? На сколько процентов готов? Отопление, там, у нас техника безопасности? Все, коммунальные все очень хорошо, в общем, отопление есть, канализацию сделали, тканку, полотно, потом антисептик, маски, перчатки, эти коврики, санитайзеры и так далее. В чем особенность проведения занятий в период пандемии? Особенность в том, что мы проводим онлайн. А вот когда они начнут ходить уже? А там особенность, как мы будем проводить в стандартном режиме занятия, когда придут дети. Скажем, в школах они должны приносить с собой маски. Детям у нас по руководству, у нас была онлайн-конференция с Министерством образования при поддержке ЮНИСЕФ. Там конкретно нам дали руководство, я хочу показать вам сейчас это руководство. Да, и там написано, категорически детям запрещается носить маски дошкольного возраста, детям дошкольного возраста. Только носят воспитатели и все сотрудники детского сада. Маски меняются через 2 дня, через 2 часа. У нас в достаточном количестве, сейчас вот на месяц вполне хватит, если мы откроемся. Потом дальше будем опять по заявкам приобретать. График работы детского сада будет прежний, как до пандемии? Ну, я думаю, если у нас будет только подготовительное, поэтапно, то будет как перед пандемией. С 8:30, с 7:30 у нас рабочий день до 18:30. 10,5 часов. Открывается дошкольная? Ну вот в интернете пишут, что скоро откроют. С 1 февраля обещают открыть. Мы уже сделали заявки на продукты. У нас продуктов вообще никаких нет. Заявки на продукты. Думаю, тендер пройдет. В конце месяца будут завозить продукты. Будем открываться. И как нам дадут приказ с управления, с Министерства образования.